Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. 11 января отмечается Всероссийский день заповедников и национальных парков. Именно в этот день, в 1917 году, в России был образован первый государственный заповедник Баргузинский. Всероссийский день заповедников и национальных парков в стране начали отмечать с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. В настоящее время в России существует свыше 12 тысяч особо охраняемых природных территорий на площади свыше 200 миллионов гектаров. Основу огромной системы составляют 102 государственных природных заповедника, 42 национальных парка и 71 государственный природный заказник. Гость студии сегодня Аркадий Семенов, директор национального парка «Ленские столбы». Аркадий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Национальный парк «Ленские столбы» крупнейший не только в Якутии, но и среди многих российских. Хватает ли инспекторов и других специалистов, чтобы полностью содержать парк в должном виде? Привлекаете ли помощь волонтеров? Да, действительно, на самом деле территория парка огромная. Это 1 217 000 гектар. В том числе с 2020 года нам передан в управление еще и государственный природный заповедник «Медвежьи острова». Численность инспекторского состава хватает, в принципе. Территория огромная, общая площадь всех обоих территорий более 2 миллионов гектар. Но сегодня штатная численность учреждений составляет 83 единицы, и около 50 из них являются государственные инспекторы, которые в полном объеме выполняют все поставленные задачи по охране территории как в национальном парке, так и на территории заповедника. А какая нагрузка на одного инспектора? Участки разбиты на самом деле везде, но нагрузка колоссальная, огромная. Конечно, это не 300 000 гектар, это даже не 500 000, это около 2 миллионов гектар, поэтому на каждого инспектора выходит огромная площадь. Но на самом деле я хочу сказать, что парку и заповеднику повезло. У нас проходимость не такая огромная, как в центральной части, да, на ОПТ, который есть в центральной части России. У нас сезонность, просто так не зайдешь, просто так не проедешь. Поэтому в основном мы разбили кордон, установили именно там, где возможно проникновение. Но в этой части у нас таких злостных нарушений ни на заповеднике, ни на территории национального парка нет и не было, по крайней мере. Что касается волонтеров, вот сейчас в последнее время, да, активно и сейчас казаки, да, стали подключаться к охране территории ОПТ. У нас, наверное, это новое, будем, наверное, в этом направлении работать. Что касается активных наших жителей, на территории национального парка граничит с 9 муниципальными образованиями. И на самом деле все жители, это их исконные земли, они выросли там, и они, конечно же, оказывают огромную поддержку, содействие в охране и сохранении наших уникальных природных комплексов. Несмотря на ограничительные меры, многие хотят посетить природный парк, побывать на природе. Какие требования должны соблюдать посетители парка? Ну, в первую очередь, да, хотелось бы при посещении нашего парка пожелать нашим гостям прежде всего одеваться по погоде. У нас достаточно суровый климат, до минус 60 зимой, летом до плюс 40, и видно, что многие очень одеваются не по погоде. Поэтому в этом плане хорошую обувь надо носить. Что касается требований, есть свод правил нахождения на территории ОПТ федерального значения. Они достаточно простые. И, в принципе, там нахождение без разрешительных документов на территории ОПТ федерального значения, это, конечно же, недопустимо. В этом плане у нас мы проводим работу и разъяснительную в том числе. Более того, основные правила — это, конечно же, не разжигать костры в неустановленных местах, пожароопасный период особенно, не выходить за ограду, ну и соблюдать все требования достойного, приличного поведения, не распивать спиртные напитки в том числе.
А как будет организована, развернута противопожарная оборона в этом году? Пожароопасный сезон прошлого года нас очень многому научил. Подготовку к пожароопасному сезону мы начали еще в прошлом году, в конце, в октябре, в ноябре мы направили на согласование и утверждение Минпроду России план тушения нашего пожара. Сегодня сформированы группы и добровольческих пожарных дружин. Весь личный состав на данный момент отдыхает. Все средства тушения, инвентарь, который необходим, то, что дополнительно необходимо закупить, заявки поданы. Сейчас будем заключать договора, чтобы дополнительно обучить персонал на руководителей тушения пожаров, на оказание первой медицинской, экстренной медицинской помощи. Я думаю, в принципе, что учреждение к началу пожароопасного сезона будет готово. Что касается приобретения дополнительной техники, которая необходима нам для прохождения доставки воды и людей на территорию парка, мы также отрабатываем с Минприроды. Я думаю, уверен, что в этом году нам удастся дополнительно привести ту технику, которая у нас есть. А с какими национальными парками России и мира вы сотрудничаете? Мы, в принципе, сотрудничаем практически со всеми нашими коллегами в системе ОПТ Российской Федерации. Это такие нацпарки, как Бекин в Хабаровском крае, это национальный парк Русская Арктика в Архангельской области, да, это заповедники Хакасский и остальные. В общем, в принципе, мы плотно общаемся, и на самом деле это необходимо, потому что проблемы, они везде одинаковые. Неважно, где это, на Камчатке, либо в Якутии, либо в Подмосковье. Система ОПТ, она одна, и проблемы у нас одни и те же. Поэтому мы с коллегами очень часто общаемся и советуемся, и здорово друг другу помогаем в этом плане. А какие программы осуществляете с научными учреждениями? На сегодняшний день Национальный парк имеет соглашение со всеми научными институтами нашей республики. Мы имеем соглашение с Российской академией наук. И те планы, которые мы поставили перед собой по изучению нашего природного комплекса, как на территории Ленских столбов, так и на Медвежьих островах, мы его выполняем. Что касается прошлого года, то была проведена комплексная экспедиция изучения государственного природного заповедника Медвежьи острова. Также с Институтом релатоведения были проведены работы по изучению. Очень актуальный вопрос сейчас глобального потепления, поэтому в прошлом году мы начали работы совместно с Институтом релатоведения на территории нацпарка. Я думаю, мы их продолжим. Также мы провели изучение водных биоресурсов, это на реке Ботома. Это впервые было сделано в центральной части Якутии, это на Малых Реках и озерах. Основные работы институт проводил, как правило, на промышленных участках, это на севере нашей республики. И в этом году мы должны эту работу продолжить. И уверен, что мы те показатели, те научные результаты, которые мы получим, они дадут нам возможность понять, почему есть ли необходимость дополнительного зарыбления наших рек и так далее. А сотрудничаете ли вы с образовательными учреждениями? Это один из основных наших вопросов, которые мы обязаны выполнять в рамках доведенного до нас государственного задания. Экопросвещение – это одна из главных тем. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что охват образовательных учреждений, средних образовательных учреждений мы увеличили вдвое. Сегодня мы сотрудничаем с 20 школами. Это не только в Хангаласском районе, это и в Горном районе, это и в городе Якутске. И охват детей по итогам прошлого года у нас превысил более 5000 школьников. Но останавливаться на этом мы
не будем. Мы будем активно сотрудничать со всеми дополнительными образовательными учреждениями. Постараемся охватить еще больше школ, потому что прививание, я считаю, любовь к природе, к своему краю нужно с детских лет. И в этом плане, конечно же, мы будем только увеличивать напор. И чтобы достичь определенных результатов, нам еще необходимо, конечно, дополнительных, может, каких-то внештатных сотрудников будем брать для того, чтобы этот объем работы еще больше увеличить. Вам бы хотелось, чтобы ребята со школьной скамьи уже связали вот жизнь с парком? Это такой достаточно, можно сказать, сложный вопрос, наверное. Не все же могут работать в сфере охраны природы, да. Я считаю, что вот именно та работа, которую проводит наше учреждение, как и наше учреждение «Национальный парк», так и другие учреждения регионального природные парки, да, и Министерство экологии и природопользования республики, ну и все остальные, Минприроды в том числе, все мы, наши коллеги, мы пытаемся сделать так, чтобы дети не только любили природу, да, но и постарались ее сохранить для наших потомков. Это наша основная задача. И только в этом плане, конечно же, будет здорово, если ребята, уже почувствовав это, поступив в соответствующие институты, получив образование, придут к нам на работу. Мы будем только рады, и это на самом деле наша основная цель. А как меняется экосистема национального парка? Что вы наблюдаете? Какие животные увеличили свою популяцию, какие, наоборот, сократили? И что предпринимаете для сохранения исчезающих видов животных? Я бы не сказал, что у нас идет такое-то конкретное, серьезное изменение в экосистеме. Да, оно, конечно, с годами оно проходит, но в этом плане, в связи, опять же, с тем глобальным потеплением, этот вопрос надо изучать. Он сегодня стоит очень остро не только у нас в республике, он стоит остро во всем мире. И я уверен, что в этом плане мы еще будем работать плодотворно с научным сообществом в том числе, потому что это в первую очередь наука должна сказать, в каком плане действительно идет глобальное потепление или нет. Или это какой-то цикл, жизненный цикл, который дает там оттайку, дает основную. Да. Но что касается животных, в рамках биотехнических мероприятий мы, конечно же, выполняем те работы по дополнительной подкормке, и подкормке именно вот в зимний период сейчас. Численность наших копытных, она, конечно, увеличилась за последние годы, но также в связи с этим увеличилась и численность хищников. И в рамках этого нам приходится выполнять меры по регулированию численности хищников. По орнитологии, по краснокнижным видам птиц мы действительно проводим тоже огромную работу. И я уверен, что такие краснокнижные хищники, как сапсан, мы еще будем их изучать. Я уверен, что их численность ни в коем случае не сократилась, а наоборот увеличивается популяция, потому что в этом плане тоже проводится комплекс мероприятий для сохранения этих уникальных видов птиц. Аркадий Анатольевич, спасибо за беседу. А я напомню, о Всероссийском дне заповедников и национальных парков мы поговорили с Аркадием Семеновым, директором национального парка «Ленские столбы».